У нас сегодня особенный день. Да. Первый гость подкаста девушка. Действительно? Да. Никого не звали, да, до этого? Да. Все говорили, там, позовите ту, эту, почему нету девушек. Ну, много девушек написало. И вот, наконец-то, мы добрались до Анар. А кто говорил про меня? Нет, про тебя именно не говорили, просто говорили, позовите девушек, почему нету девушек. Мы хотим слушать девушек, и к нам... Ну, ты же Медина, то есть если мы берем трейл-раннинг, то есть у нас был выпуск с Ердосом, если подумать про девушку трейл-раннер, сразу в голову приходит, ну, лично у меня приходит Анар. Классно. Да. Ердос тоже классный. Сразу дисклеймер, да, сегодня у нас, так как первая девушка в гостях, и мы мужчины, да, некоторые наши вопросы могут показаться нашим зрителям сексистскими. И это так и есть, потому что мы мужчины, и мы не шарим в женских проблемах некоторых, да. И если что, не осуждайте, а наоборот поддержите. Но это я лично от себя говорю, потому что, мы реально не понимаем некоторых проблем, и вопросы иногда, может быть, либо прямые будут, либо некорректно звучать, но я хочу, чтобы просто поняли суть. Да. Ну, если вы будете переходить границы, я скажешь. Укажу на эти границы. Ну, хорошо, это замечательно. Классно. Анар, вообще, расскажи о себе, что нужно знать нашим слушателям, зрителям про тебя. Ну, наверное, самое важное, что я бегун-любитель, который совмещает бег, тренерство, основную работу в офисе. Я банковский сотрудник, банковский клерк. И что я тренируюсь в 2 командах очень классных. Это Skyrun Group с Чингизом Байкашевым и Nike клуб в Алмате. Ну, наверное, это основное. Ну, я 92-го года, кому это интересно. Но я надеюсь, выгляжу значительно моложе, но вот так. Это на заметку просто. А Space Team? Тренерство у тебя в Nike получается? Нет, тренерство у меня Space Team. Буквально несколько месяцев назад открылось новое направление в Space Team. Это Space Trail Running. Это что-то новое для них, потому что они запускали эту серию несколько лет назад вместе с Чингизом. И вот теперь это перезапуск уже с тренером женщиной, мной. И посмотрим, как пойдет. Пока все отлично. Қанша оқушыңыз бар dedіңіз? Түркия ғана қазір. Но я надеюсь, с каждым, месяцем будем набирать больше. Но мне пока комфортно, потому что это мой первый опыт, поэтому мне прекрасно. Сізге ұнайды, Я өте ұнайды. керемет. На попечительство только девушек берете или тебе без разницы? Мне без разницы, но в основном идут девушки. Потому что к тебе. Да, я не знаю, с чем это связано, но те девочки, которые пришли ко мне, они мне сказали, что ранее следили за мной в соцсетях и хотели именно прийти ко мне. Вот. Но, конечно, welcome и мужчинам, кто хочет, особенно если вы только начинаете не только там трейл-раннинг, но и бег. Мне кажется, замечательно прийти к нам, потому что у меня все девочки новички, и, наверное, будет классно вместе развиваться. Ну, да, приходите, Канар. У нас в пространстве Алматы не так много женщин-тренеров вообще, да? Вот, допустим, ты, Альбина Наумова. Альбина Наумова, забыл, триатлетка наша. Не знаю. Я в триатлоне не силен. Я тоже. Ну, в принципе, то, что Ладно, мы знаем, расскажи. то, что на слуху, то есть небольшое количество тренеров женщин, да? Да. И я к тому, что нет ли каких-то предрассудков по отношению к тебе? Ты не замечала ли? Ну, в отношении моей команды, наверное, нет, но я думаю, возможно, многие мужчины не хотят идти, потому что, возможно, для кого-то это какой-то, не знаю, возможно, сложно будет слушаться девушку, как бы пересиливать себя, понимать, что девушка является тренером, ее слово, можно сказать, закон. Возможно, это является ограничителем, и ко мне не идут мальчики. Но я пока, честно говоря, не готова ответить. Я предполагаю, но никто конкретно мне это не говорит. Ну, пока открытого не было такого. Да, открытого не было, но я предполагаю, да. Хорошо.
Сейчас у тебя группа, говоришь, из 4 человек, это начинающие бегуны или уже с опытом? Все начинающие. Там есть одна девочка с опытом, но с относительным опытом, но так все начинают. Мгм. Мне вот интересно вообще вход в трейл-раннинг. То есть, ну, я шоссе бегаю, я знаю то, что шоссе легче, потому что кроссовки, и вышел из дома и побежал. Вот ты начал свой беговой путь по асфальту. В трейл-раннинге как это? Трейл-раннинг — это намного не то что сложнее, это опаснее. Соответственно, ты должен понимать кучу нюансов, прежде чем просто начать бегать. Это начинается с подбора снаряжения, кроссовок, в зависимости от поверхности снаряжения, там палки, очки, там же тот же самый репеллент для защиты от клещей. Кроме этого, ты должен понимать местность, потому что легко заблудиться. То есть ты должен знать стандартные правила безопасности, там прекрасно знать, как пользоваться специальными гаджетами. То есть здесь больше какой-то информационной нагрузки на тебя идет в целях твоей же безопасности. Наверное, в этом отличие и в этом сложность именно бега в горах. Осының бәрін сіз үйретесіз ба жаңа жерде? Я стараюсь вводить каждый раз, как мы исследуем, во-первых, новые локации. То есть я хочу, чтобы мои девочки как можно больше локаций увидели, новых для них. И кроме этого, мне кажется, это основная суть нашего клуба, потому что каждый раз новые локации, это очень интересно. И по мере продвижения нашей в горы, то есть мы сначала там маленькие части ходили, теперь мы все дальше и дальше, я рассказываю про риски, которые есть в горах, про то, как их минимизировать и так далее. То есть стандартно у нас есть также несколько правил в группе. Если кто-то идет на воскресный хайкинг, который я пишу в задание, они обязательно должны написать, когда они выходят, когда возвращаются и так далее. Объединяться в группы, никогда не ходить одним. И там, не знаю, знать трек и так далее. То есть это такие маленькие нюансы, но которые очень важны, потому что, наверное, вы все наслышаны о недавнем случае, когда на Бао погиб турист. Да. На самом деле это очень частые случаи, к сожалению, это печальная статистика, но какие-то маленькие правила могут спасти тебе жизнь и позволить безопасно тренироваться. К примеру, сразу маленькие особенности, пару штук назвать. Типа знать трек, там, точнее, иметь трек в часах, условно, еще что-нибудь там. Самое важное, во-первых, должен быть кто-то, кто знает, куда вы пошли. То есть вы должны предупредить и указать лимит времени. Если там к 3 часам я не вышел на связь, значит, что-то со мной случилось. Второе, обязательно знать трек, закачать его на часы, там, если есть, на телефон и так далее. Брать с собой пауэрбанк, потому что телефон может разрядиться. То есть, чтобы вы записывали трек и всегда знали, что можно вернуться по нему. То есть, если вы заблудились, просто вернулись обратно. Третье, всегда иметь с собой там запас вещей и одежды. По-хорошему нужно иметь на целый день, потому что, кто знает, вдруг вам придется переночевать в горах. Там, знаете, даже буквально спас-одеяло, почему-то большинство бегунов его используют как галочку для участия на соревнованиях. На самом деле это очень офигенная вещь, которую нужно стараться всегда иметь с собой, потому что она сможет где-то спасти вам жизнь. То есть это должна быть и куртка, возможно, мембранная, если вы в горы собираетесь, там запасные носки и так далее. Вода обязательно. И, наверное, никогда не ходить одни, потому что многое может случиться. Даже если вы опытные, то, кто знает, что может быть нападение животного. Вот мы сегодня ходили по народной тропе до КЖ, там все перерыто кабанами. Никто не застрахован от встречи них, там, если вы одни. И, конечно, знать локацию, куда ты идешь. И прям старательно изучить ее посредством разных систем. Не знаю, сейчас очень много разных трекеров, очень много разных карт. То есть посмотреть, какие нюансы тебя могут ожидать, и желательно записать, там, не знаю, какие-то пометки и так далее. У тебя было такое, что ты потерялась? Да. Вообще, когда меняется погода, особенно когда туман, очень тяжело ориентироваться. Но я потерялась не одна, мы были с моим другом Денисом. Это была обычная тренировка в вечернее время в горах, но как только мы поняли, что мы не видим наших других ребят,
Мы просто включили в часах трекбэк Мгм. и вернулись обратно. М. Но и у нас еще были рации. Мы сообщили, что мы возвращаемся назад, потому что мы не видим вас. И просто встретились затем у машин. Замечательно. Да. Хорошо, что так легко все обернулось. У меня была история, я тоже до того, как я начал бегать, я любил в горы ходить, хайкинг, там, трекинг Мгм. и так далее. И такой случай был. В общем-то, мы уже остановились, там покушали, перекусили. Я думаю, ну, и пройдусь-ка я еще дальше. То есть эта местность была мне неизвестна еще на то время. И я иду, что-то задумался вперед, иду. А особенность такая, оказывается, если ты не знаешь местность, и когда ты разворачиваешься и смотришь назад, то эту местность ты уже не знаешь. То есть ты уже не помнишь, какой дорогой ты шел. Я вот так смотрю, и вроде дорогу свою потерял, по которой я шел. И вроде впереди дороги уже потерял. То есть и у меня началась паника. Я думаю такой, опа-на, я потерялся, короче. Первое, что мне пришло в ум, это заорать и, то есть, там, отметить себя, да, что меня как-то нашли. Но, слава богу, у меня есть какой-то нетопографический кретинизм. Я просто сел, там, минуты 2-3 успокоился, и потом уже с холодной головой нашел там, определился, где я вообще. И просто там уже наугад, если честно сказать, обратно пошел и как-то нашел ребят. М. То есть поэтому в горах потеряться вообще Вообще легко, мне кажется. Очень 5 легко. секунд. Да. А какие особенности тренировки по вечерам? Вот я знаю, ну, зимой, допустим, да, рано темнеет. Мгм. Сейчас летом жарко невозможно, скорее всего, по вечерам тоже будет тренироваться. Мгм. Особенности тренировок в горах вечером, ну, не только в горах, вообще трейл тренировок. Жартолар тек қана тауда болады ма или В будние дни мы пытаемся выбирать что-то поближе, но тоже пытаемся находить именно трейловые площадки. Это может быть трамплины, где-то мы там выбираем в ботаническом трейловые места и так далее. Что касается выходных, это всегда горы. Касательно вечера, то да, здесь есть нюансы. Во-первых, может быстро стемнеть, поэтому у вас всегда должны быть заряженные фонарики. Кроме того, у вас должен быть в трек-часах, потому что когда темно, действительно очень легко заблудиться. Ну и, наверное, особенно сейчас, так как у меня маленькая группа, мы стараемся там всегда находиться в зоне видимости друг от друга. Но это позволяет и нас общий темп и так далее. Я думаю, основное это, в принципе, то же самое нужно делать, что и в дневное время, но единственное, готовиться к темноте, фонарики, дополнительная, возможно, теплая одежда и так далее. Мгм. Столько вещей, так сложно. Да, вот вы знаете, вот у меня была ученица, которая говорила про своего бывшего тренера именно на асфальте, но там, я думаю, все-таки немножко легче, потому что ты приходишь всегда на стадион, ну куда они исчезнут стадиона, невозможно, наверное, там я не знаю. Но что касается здесь, вот сегодня опять же была народная тропа, там столько мест, где можно свернуть. И поэтому это большая нагрузка, потому что ты должен всегда следить, уходить от самого быстрого к самому медленному, и это постоянное вот так вот. Вот сейчас у меня не сильно большой разрыв, и мне, в принципе, комфортно. Но я всегда восхищаюсь Чингизом, который, когда мы бегаем в горах по 40 километров, он пробежал самым сильным, вернулся к средним, к самым слабым, и то есть у него всегда выходит огромный километраж. То есть это прям колоссальная работа. в горах 40 километров дейсіз ба? Я анда-санда жүгіреміз. Если, ну, смотри, если у вас, допустим, да, трек 40 километров, у Чингиза сколько выходит? Не знаю, но явно как минимум на 5 километров больше, я полагаю. Вообще трейл-раннеры же тренируются не по объему, а по количеству времени, да? Или как у вас исходит? Нет, зависит от того забега, к которым ты готовишься. Вот, допустим, сейчас я готовлюсь к Маттерхорну, там это именно скайранерский забег. Қай жақта болады? Швейцария, Маттерхорн қасында. Маттерхорн — это символ Швейцарии, наверное, если вы видели шоколадку Таблерон, вот там вот эта гора. Вот, и там это входит в мировую серию скайраннинга, это уже не трейл-раннинг. То есть там важен набор, там 49 километров, набором 3700, что ли, выходит. И, соответственно, мне важен не только километраж, потому что это ультра считается, но, кроме того, мне нужен набор высоты. Поэтому именно в зависимости от твоих гонок ты не только считаешь свой километраж, но и накопленный набор высоты.
Это два показателя очень важных для... вот, Для участия, ма? не для Для участия, а подготовки. для подготовки, я. Мгм. Ага. Если теперь давайте теперь разберем вот твою подготовку, да? У тебя тайм-менеджмент, план тренировок, как получается? То есть неделю у тебя сколько примерно километраж, набор, какие тренировки, виды тренировок? Ну вот, когда я готовилась к модели, я начинала где-то там с 70 километров в неделю с набором 3000, постепенно увеличивая, дошла там до максимума 110 километров в неделю и набор где-то 4 500. И это позволило мне, я считаю, успешно выступить. Я полагаю, примерно такая методика будет и для Маттерхорна. Сейчас я нахожусь как бы в промежуточном этапе, то есть у меня не такие большие объемы, сейчас где-то 80 километров выходит с набором 3 500, наверное. Но уже с июля, я думаю, после Каркары я начну опять набирать для того, чтобы уже подойти к 110 километрам, но с набором, возможно, чуть больше, потому что здесь более такой силовой забег. Мадейра была такая беговая, пусть и с хорошим набором, но там 60 километров все равно это как-то размазалось. А здесь дистанция чуть поменьше, но набора больше. Не, смотри, вот по тренировкам, допустим, в выходные у тебя обязательно ты в горах, а в будни как? Ну, в будни 2 тренировки в будни выходят с Найком. Это Стадионные. Стадион у нас только четверг, но это тоже важно, потому что по четвергам у нас скоростная работа. Мгм. Во вторник это какие-то силовые забегания, это может быть медео, ускорение там в горочку и так далее. Среда это тоже обязательно горы. В субботу, воскресенье тоже горы. Суббота это такое более лайтовое, это хайкинг там с бегом. И воскресенье это обязательно лонг. Ну и в зависимости от километража целевого на неделю я добавляю тренировку по пятницам. Это, скорее всего, будет силовая на набор высоты. Примерно так. Получается, у тебя нет выходных в тренировках? Ну, у меня есть понедельник, но еще я стараюсь 2 раза в неделю ходить на плавание и просто по утрам плаваю. Вот так примерно. Ты плаванием расслабляешься? Ну, не сказать, но мне хочется этот скилл развивать. У меня на него не хватает времени. В период там пиковой подготовки к соревнованиям я бросаю это дело, но всегда возвращаюсь. То есть, ну, это для удовольствия ходишь? Ну да, можно сказать так. Я вообще считаю, что человек должен уметь плавать. Мало ли что может произойти. Вдруг этот скилл понадобится в жизни. Вдруг глобальное потепление, мы все плавать будем. Да. Жаңа халық банк деп айттыңыз ғой, сіз мен мына жаққа жақын отырайыншы, рас алыстан естіліп жатыр дауысың. Жаңа айттыңыз ғой, халық банк деп. Жұмыстан жарыстарыңызға қолдау көрсетіле ме? Ну, думаю, поддержка от Халка состоит в том, что я получаю там зарплату. Неплохая поддержка. Нет, но в целом, знаете, вот именно мои личные забеги я никакой поддержки не получала, но я думаю обратиться. Но что касается других забегов, допустим, это где они принимают участие как спонсоры, или вот это основной наш алматинский забег, то да, там есть поддержка. Во-первых, нам покупают слоты, во-вторых, награждают лучших участников с банка по разным дистанциям. А в этом году, так как они являются генеральными спонсорами в Астана марафон, во-первых, там будут опять награждать лучших бегунов, покупают им слоты, а также сформировали 2 команды Экиден, где полностью спонсируют всю поездку. То есть вот я тоже там пробегу свою часть, кажется, около 4 километров в команде Экиден. Гүлшанат екеуіңіз екі командада ма? Я екі команда. Гушанат тоже, да. Ол жағын естіген. Неге сұрадым, өйткені Еркебұлан Каспийда жаңағы шетелге шығып жүгіретіндердің барлығын қатты спонсировать етті. Сол секілді сіздердің жаңағы мынау UTMB-ға барып жатсыз, там Швейцарияға барып жүгіріп жатсыз, соларды кішкене қолдау көрсете ма дегенім ғой. Қазір жоқ, но я надеюсь, что мне, возможно, удастся что-то поменять. Сейчас у меня в планах подготовить письмо, презентацию себя и показать, у нас есть такой фонд Халык, вот, и презентовать им. Возможно, что-то получится, я не знаю, но пока это будет мой первый опыт вообще в целом. Просить у кого-то денег хотя, конечно, это считается нормально, но все равно есть какие-то
границы у человека, которые сложно перейти. Допустим, у физлиц я бы в жизни не просила. Но вот что касается крупных компаний, мне кажется, для них самих классно, когда есть какая-то реклама. Ну вот, потом, если будут результаты, я вам расскажу. Күтеміз. Ожидаем. Вот, смотри, я правильно понимаю то, что у тебя офисная работа, 8 часов работы, вот, как у всех смертных людей? Да. Я среднестатистический клерк. Ну, я бы не сказал, Так, что теперь- среднестатистический. да, необычный. Теперь вопрос такой, по тайм-менеджменту, как все успевать? Нужно немножко жертвовать социальной жизнью. То есть это, наверное, немножко прощаться со свиданиями, иногда жертвовать общением с друзьями и так далее. И, наверное, только так, потому что по-другому это очень сложно. Ты пытаешься быть эффективным на работе, эффективным на тренировках, на какие-то аспекты другой жизни тебя просто не хватает. Насколько конкретно по тебе это морально бьет или не бьет? Ну, на самом деле, наверное, мне более легче, потому что мои друзья — это все бегуны. То есть я встретилась с ними в Nike, и мне, в принципе, достаточно. Побегала с ними, знаете, полдня мы провели на лонге в CRG. Да, и ты выходным. уже... И я уже заряжена, да. Конечно, и знаете, в чем еще плюс? А остальные мои друзья работают в банке. То есть я живу в тех... То есть весь твой круг общения, ты пересекаешься с ним в течение недели, грубо говоря. Да, да. Единственное, конечно, есть друзья, которые выпали из этого графика. Допустим, моя подруга Ника, которая тоже в прошлом офигенно бегун, да, сейчас в декрете. С ней, конечно, мы реже встречаемся, но найти для них время намного легче, чем если бы все мои друзья были из разных там сфер деятельности, наверное. Вот так. Ну, у тебя очень, не знаю, повезло, или ты сама так все создала, грубо говоря, что очень удобно для тебя. Ну, я думаю, потому что больше всего времени я провожу на работе и на тренировках, и естественно, что твои как бы друзья формируются там. Вот. Ну да, так и есть. Вот Ну, так. у всех, наверное, окружение поменялось с момента, как начали бегать. Да. Ну, значительно. Как минимум добавилось много хороших людей. Это трейл раннерде қандай жалпы андай мотивация болады. Мысалы, мен қазір сәл тупить етуім мүмкін, бірақ ше қояйын сұрақты. Мысалы, мен өзім үшін әр жүгірген сайын уақытымды жақсартқым келеді. Ал трейл раннерда қалай, ол өйткені там әр кезде әртүрлі қашықтық, әртүрлі локация жүгіру, қалай өзіңізді бір андай тар жарысқа бір қандай мотивациямен дайындайсыз, осы уақытқа дейін жаңағы өзіңіздің уақыттарыңызды неге жіберіп жатсыз ғой енді, жертваға соның бәрін қалай деген ғой. Ну, если это ты участвуешь каждый год на одних и тех же дистанциях, то так же, как и асфальтный бегун, ты можешь сравнивать свое время. Конечно, оно там зависит, но в асфальте тоже зависит от погоды и прочего десятого. Допустим, Тенгри Ультра. Я бегала его каждый год, 35 километров, и в 2022 году я победила там с хорошим отрывом, и это для меня был показатель. Вот. Но если это разные дистанции, то только, наверное, от твоего личного результата и от твоих ожиданий. Допустим, ты берешь раскладку своей трассы. Вот я взяла раскладку Мадейры, сравнила ее с раскладкой моего прошлого забега на Монблане и примерно посмотрела, где они похожи. И я понимала, что, скорее всего, я пробегу там Мадейру там, из 8 часов там, и так далее. Но это не всегда сбывается, потому что Монблан оказался намного легче, чем Мадейра. Он не такой техничный, то есть там беговые альпийские тропы везде можно бежать. А Мадейра прям очень-очень технически сложная. Но в любом случае я поняла, что я все-таки хорошо подготовилась по результатам, которые получила. Ну, 3 место, возрастной, 7 в абсолюте, мне кажется, это очень круто. Это вообще... Вот. Ну, я не знаю, наши девушки, ну, казахстанки вообще достигали таких на международных трейл-забегах? Честно скажу, мне кажется, и мужчины не достигали. Вот кроме Чингиза, который... Эльбрус, да. Но на европейских стартах, мне кажется, ни разу такого не было. Это значительное достижение. Это как это, окно в Европу прорубило. Ну, надеюсь.
Мне действительно хочется, чтобы больше бегунов бегали и видели разные дистанции, разную организацию, таким образом познавали мир, потому что это очень-очень заряжает. Организация. У меня вопрос был. Айырмашылық. Да, разница между забегами. Ну, давай возьмем трейловые, да, шоссе не будем брать. Трейловые, допустим, условная Мадейра. И вот что у нас самое крутое? Тенгри? Тенгри, наверное. Но на самом деле нужно сказать огромное спасибо организаторам Тенгри. Организация всегда офигенная. Единственное, конечно, вопросы к подаркам, потому что у нас практически нет подарков на именно трейловые дистанции. Призовых вообще не бывает денежных. Да, денежных не бывает. Но, знаете, на самом деле на модели призовых тоже не было. То есть там давали просто грамоты, какие-то символические призы. Но там спонсорские были. Там суть такая, что участвуют профессионалы, и они копят баллы, и затем уже это превращается в деньги там, в какой-то период времени. Но в целом, знаете, за то, что там классно. Ты прибежал, там организовано место для душа. Затем пошел, принял душ, сходил на массаж. Массаж для всех бесплатный. Затем ты пошел и сел кушать. Там была безлимитная еда, я там, наверное, час просидела. Там была безлимитная еда, безлимитное пиво. Там даже поставили кофемашину. Я всегда отказываюсь за 2 месяца до забега от кофе. И это было лучшее, что я получила. Да, то есть я там ждала Баху. Я думала, вдруг я успею его подождать. Я там просидела ровно час. Я столько скушала там, что я, наверное, покрыла, честно говоря, все свои вложенные деньги. Ну, еще, знаете, очень разнообразная еда на пунктах питания тоже. Наверное, в этом отличие. Но в любом случае, мне кажется, для цен казахстанских забегов у нас делают отлично. Конечно, в любом случае, они не могут работать себе в минус, потому что, мне кажется, если бы у них было больше спонсоров, может быть, можно было бы делать стартовые дешевле. Потому что я замечаю тенденцию, когда в 2018 году бегала, я могла участвовать в соревнованиях каждую неделю. Там был бум, там был еще Тауран и так далее. Много чего было. Да, много чего, и каждую неделю, и это было не накладно. Сейчас забеги стоят прям... Очень дорого. Очень дорого, да. Прям некоторые, я прям слышу, что они отказываются, потому что, некоторые забеги стоят 20 тысяч, и да, действительно, это дороговато для казахстанца. Для местного уровня я тоже Да. считаю, что это много, это почти $50. Но, окей. Участие в Мадейре слот сколько стоил? Я, честно говоря, забыла, но, кажется, он стоил около 60 тысяч тенге, то есть где-то 100-150. 150. Да. Что туда входило? Туда входила футболка, потом давали нарукавники с фирменными, с фирменным логотипом, и, кажется, все. Футболка, фирменный логотип, соответственно, медаль, и все, что было затем на дистанции, бесплатный массаж и так далее. Вот. Жаңа сұраққа қайтып оралсам бола ма? Да. Анау балаларды ақшаға қайтып айналдырады, сол қызық отыр маған. Қай балаларда? Баллы, которые А, набирают да. за участие в соревнованиях? Балдарды ма? Там такая система. Вообще все, во-первых, европейские профессионалы живут за счет спонсорских. То есть у каждого из них есть какой-то определенный спонсор. Кроме этого, есть такие мировые серии скайраннинга и трейл-раннинга. Ты участвуешь в различных забегах. За каждый забег получаешь определенные поинты. И затем по итогам года ты становишься там на первую позицию, вторую, третью и так далее. Там еще финал, кажется, тоже меняется постоянно. И по результатам вот этой серии ты можешь заработать какое-то место, и там очень хорошие деньги за это дают. То есть... Премиальные и так далее? То есть, что-то от типа спонсора. такого, да. То есть там, нет, это, я думаю, даже, возможно, это спонсорский источник этих денег, происхождения, я точно не знаю, но это точно от вот этих вот организаций, мировая серия Жылдың соңына трейл-раннинга. дейін рейтинг жүргізіп отырады ғой, былай айтқанда, да? Если коротко говорить так. Конечно, возможно, они из каких-то забегов тоже какие-то призовые получают, но основное, большая часть именно денежных средств вот в конце года, по результатам всего года. Мгм. То есть вы даже если посмотрите, там у всех профиков забит план, они выбирают себе старты, и эти старты как раз входят в вот эти вот серии.
Ага. Плюс, скорее всего, элита, то есть они получают от организаторов проездные, то есть... Однозначно, да, то Да. есть бесплатная регистрация. Но я Байк и все-таки так думаю, основная часть их дохода это спонсорская помощь, которая, к сожалению, в Казахстане такого вообще не существует. Вот я тоже хотел спросить, как у нас, допустим, привлечь какие-то спортивные, ну, условные Adidas, да, там, Соломон, да, я знаю, берет местных ребят под опеку, так сказать, да? Как нам привлечь другие бренды, не знаю, как развить это у нас? Есть мысли? Вообще, я думаю, самое, наверное, главное развивать свой личный бренд, так сказать. То есть это вкладываться в развитие Инстаграма и так далее. Но я этим, к сожалению, не занимаюсь. Но второе... Но я думаю, это самое, мне кажется, продуктивное бы было делать так. Ну и светиться на разных соревнованиях именно международных, потому что если, ну, на Казахстан никто не смотрит на самом деле, мы, мне кажется, даже для мировых брендов не являемся очень ценным сегментом, там, не знаю, даже Nike у нас, ну, такой маленький сегмент составляет, там, Соломон и так далее, если даже в той же Франции, там в каждой деревне есть один Соломон, да, а у нас только, наверное, несколько на Казахстан. Я думаю, только тем, что ты будешь светиться на мировой арене, скорее всего. Либо же нужно привлекать не вот этих международных большие компаний, а пытаться вовлекать именно локальный бизнес для поддержки своих спортсменов. То, ну, это, я думаю, лишь как бы точечно обращаясь, потому что на самом деле им тоже это не особо интересно, потому что мы не принесем особо им денег, возможно, это будет какая-то реклама, но я думаю, что все-таки было бы прекрасно, если бы наши, там, не знаю, мировые, ой, не мировые, а крупные компании, игроки на рынке выделяли бы там какую-то долю на развитие спорта. Не факт, что это будет там точная поддержка каких-то спортсменов, но как минимум строительство крытого стадиона в Алмате, допустим, и так далее. Это было бы вообще замечательно, если бы крытый стадион был на самом Да, деле. это на самом деле боль. Я бегаю в Nike, и недавно к нам приезжали Nike Европа. Да, я видел. Да, и самый основной вопрос, который они задали, они говорят, у вас из года в год увеличивается количество бегунов. Во всех других странах, в зависимости от увеличения количества интересующихся людей, развивается эта отрасль, а у нас нет. У нас она умирает. То есть, мне, честно говоря, это было так больно, потому что вы же помните наши стадионы, на Да, них без слез конечно. не взглянешь. Да. Как помним, буквально сегодня кто-то после видел. заявления. Нет, это очень-очень грустно, и я не знаю, почему мы не пытаемся это поменять. Вообще у меня была мысль написать коллективное письмо, потому что там был представитель Турции, он сказал, что несколько лет назад у них была похожая ситуация. Они затем объединились разными беговыми клубами, там Nike у них был, Adidas и так далее, и пошли и написали коллективное письмо в Стамбуле. И им выделили какую-то площадку, то есть где могут ребята там переодеваться и так далее. И то есть это как-то был, не знаю, небольшой пуш для правительства заняться этой проблемой. Я думаю, может быть, у нас стоит сделать что-то подобное, потому что, ну, действительно, без слез не взглянешь ни на один стадион. Даже те, которые платные, казалось бы, ты платишь и должен получать там соответствующую услугу, но вообще нет. да. Нет. Особенно печально, когда ты заходишь в раздевалки и туалеты. Это прям да, это вообще, это страшно. Ну, прям, я не знаю как. И очень стыдно, когда к нам приезжают какие-нибудь иностранцы и видят это все. Мне кажется, они думают, боже, что здесь вообще происходит. Бізде просто для галочки жұмыс істейтін секілді бар ғой, барлық аспектіден алып қараған кезінде. Ой, извините. Мне кажется, вопрос еще, знаете, в чем, что бег не принесет доходности. То есть вот у нас как это происходит? У нас развивается там все, что связано с нефтью, потому что это приносит доход, да? Активно застраивает Алматы, потому что это приносит доход. Вот эти социальные объекты, к сожалению, они не приносят доход, но хотя вообще, если погрузиться в эту тему, то вот эти социальные проекты в целом могут улучшить имидж той или иной компании на самом деле. То есть, а это уже, возможно, через некоторое время принесет к увеличению дохода. Вот, допустим, для меня, если я вижу, что какая-то компания, там, я не знаю, занимается какой-то экологичной деятельностью, я сразу в голове ставлю себе плюсик, и в следующий раз, когда у меня будет выбор,
я выберу ту компанию, у которой есть вот этот вот плюсик. То есть, мне кажется, наверное, со всеми осознанными людьми так работает. Да, просто, к сожалению, в Казахстане мало таких осознанных людей. Да? Жасап плюс Ну, это на самом деле же так и есть же, то есть, Ну да, да. условно говоря, Ну, да, я вас полностью поддерживаю, вкладывать в спорт вообще надо. Я вообще считаю, то, что человек, который пришел к бегу, он приходит после того, как там проходит определенные уровни развития, да. Глупый человек, либо человек, который не заинтересован в своем будущем, в своем здоровье, он никогда не придет в бег. В бегом занимаются люди, которым это интересно, которые зарабатывают, видят там другие сферы жизни и хотят развиваться там везде, да, условно. Но, к сожалению, потенциал в этом не видят ребята, которые там условно занимают высокие посты, у которых есть свободный кэш, и они могли бы, да, инвестировать в это. То есть, к сожалению, такого нету. То есть, а про спонсорство, если говорить, то есть я сам буквально написал 50 писем про касательно нашего Желаяка. Мы в активном поиске спонсоров. То есть мы хотим развивать свое дело, мы хотим развивать легкую атлетику, там, не знаю, вести медиапроекты, связанные с бегом, любительским бегом, профессиональным бегом. Но, к сожалению, мы уперлись в потолок, наверное, в потолок, в ограничение своего бюджета. То есть нашему проекту уже 1 год, весь этот год мы делали его за счет своих денег. Мы были в Таразе, в Туркестане, в Астане, в Алмате, освещаем все беговые события, снимаем подкасты, интервью, трансляции, комментирование и так далее. То есть буквально это все покупка оборудования, это за наши деньги, за наши средства. На свои средства, да. И по охватам мы видим то, что мы освещаем там важные проблемы, то есть на которые нужно обратить внимание. Но, к сожалению, рынок еще не готов вообще спонсировать это. То есть никто не заинтересован. Знаете, у нас заинтересованы в ставках, в боях. В новых айфонах. Купить, продать. И вот только так, к сожалению. Но надеюсь, что этот период когда-нибудь закончится. И то есть мы придем, да, и мы придем к какому-то логическому решению, когда уже, наверное, мы будем смотреть уже на будущее и потенциал каких-то других бизнес-идей, бизнес-процессов. Потому что я честно считаю, то, что бег — это на самом деле будущее страны. То есть если мы будем развивать это направление, то есть очень, очень много можно изменить сознание и изменить будущее поколение, которое придет уже более мотивированным, более адекватным, умными, знающими людьми. Здоровыми, да, в первую очередь. То есть, условно, у нас что, летний кубок прошел в центральном стадионе? Черка. Да, сегодня последний день. У нас видео есть на страничке с этой Черка. Вообще, замечательное видео. Да, то есть с проблемами. Там видим то, что юниоры бегут, падают, теряют сознание. То есть там... Сегодня... У кого? У Рахима я видел. Один тоже упал, его откачивают от жары, второй сошел с дистанции, тоже там полулежит. Что-то. И таких случаев буквально за эти 3 дня ЧРК, я не знаю, чуть ли не каждый 5-й спортсмен там от жары падал, детей рвал. Причем это еще, допустим, да, можно было бы списать на то, что вы спортсмены, там, преодолеваете вот это все, если бы это было для 18+, то есть для уже взрослого человека, да, а там юниоры, то есть до 18 лет участвуют дети, грубо говоря, да, им там 2009-2008 года дети участвовали, им буквально лет сколько, 14-15 лет, и мне кажется, выгонять таких детей, бегать на личный рекорд, средние и короткие дистанции, там до 3000 метров в жару плюс 36 градусов, это нужно иметь особый склад ума какой-то нездоровый, чтобы так делать. Хотя нужно понять, то, что это Федерация легкой атлетики, которая организовывает. В принципе, там должны быть люди, которые должны понимать, в каких условиях должно проходить соревнование. То есть, потому что любой тренер тебе скажет, там, плюс 30, да, лучше ты пропусти эту тренировку. Зачем тебе это нужно, калечить свое здоровье, да? Это больше минус, чем плюс. То есть, условно, там заставляют бежать, еще бежать на рекорды.
Ну, конечно, у юниоров после этого они ломаются, и просто желания не будет выходить на дорожку. Да, такого отношения. Да, конечно. Да там, знаете, еще в чем суть? Мне кажется, это все еще зависит от планов, бюджетов и так далее. Там они указали даты в такие-то дни соревнования. И нету какой-то гибкости, чтобы эти соревнования подвести под определенные кондиции. Но это все тоже можно было бы решить, если бы был крытый стадион, где можно было бы создать систему кондиционирования и в комфортной обстановке провести эти соревнования. Да нет, даже вот Ну. эти случаи сегодня, ну вот тут ЧРК последний, да, позавчера, вчера, сегодня, элементарно просто перенесите соревнования на 8 вечера. Там есть освещение. Часто проводятся матчи Хайрата на этом стадионе вечером. То есть освещение там явно есть хорошее, и, соответственно, никаких нет проблем. Федерации легкой атлетики договориться с центральным стадионом, я думаю. Я Ну, там тоже аренда, так думаю. кажется, чуть больше будет стоить вечером, за свет надо платить. Миллион теңге деп естідім. А? Миллион теңге деп естідім. Аренда? Да. Ну, не знаю, мне кажется, 1 000 000 тенге не стоит здоровья этих детей. Да вообще не стоит. Вообще, прям, ничто не стоит здоровья этих детей на самом деле. Это наше будущее, и почему-то мы на нем экономим. На это смотреть больно, но мне кажется, о всей этой ситуации много говорит то, что президент Федерации легкой атлетики — это Даниил Ахметович, который сейчас аким Восточно-Казахстанской области. Вот в такой стране мы живем. Да, как минимум от одного кенийца откажитесь, уменьшите фонд оплаты труда, И его и у вас пустите. больше денег будет на организацию Кстати, соревнований. вчера кенийцы тоже охреневали от этой погоды. Даже они офигели, да? Да. Ну, я думаю, даже тут вопрос не в том, что кого-то слезать, просто выделите на это больше денег. Я думаю, у нашего государства есть деньги, нужно просто их правильно направлять. Это, знаешь, можно эту фразу применить к любой отрасли нашего государства, мне Да, кажется. то есть, У нас есть деньги, просто нужно их хорошо применить. да, то есть я постоянно вижу статьи, что там изъяли столько-то, там, не знаю, Миллиардов. машин, да, и так далее. Но вот, не знаю, это проблема нашего государства. Я надеюсь, конечно, что мои дети, если они родятся здесь, то они уже увидят другой Казахстан. Но пока все печально, ни спонсорства, никакой поддержки там. Я не знаю, я напишу, конечно, письма в различные фонды, но я правда не знаю, какой результат. На самом деле, я вроде и надеюсь, но и как будто бы... Но задним умом понимаешь, что Да, надежды что немного. скорее всего, да, потому что, ну, не знаю, посмотрим, что будет. Мне кажется, письмом достучаться вообще сложно, потому что қазіргі заманда, қазіргі общественный резонанс дейді ғой, Инстаграм, Ютуб парақшасы арқылы. Мысалы, айта кетейік, кеше ғана Шыңғыс Норвегияға ұшып кетті, өзіне спонсор таба алмай, оның үстіне оның спорт түрін бізде жауып тастады ғой Абаев кезінде. Енді осы жақында ғана, буквально осы 1-2 күн бұрын Бейсекеевтің каналында, Замандаста Шыңғыспен бірге подкаст шықты. Сол подкасттың арқасында сол спорт түріне қазір көңіл аударып бастап жатыр да. Тіпті кеше стористан байқадым, жаңағы қазір бізде новый министр кім? Ұмытып тұрмын Ну, новый министр, да. Спорта, да. Сол кісіге, кәдімгідей уже сол кісіге жетіп жатыр да сол хабар. Ар жақтағы там журналистер кәдімгі сұрақ қойып жатыр, Бейсекеевтің подкастын көрдіңіз бе? Осындай Шыңғыс деген жігіт бар, осындай спорт түрі бар, Абаевтың кезінде ол жабылып қалды деген секілді. Министр болса соған жауап беріп жатыр. Оның подкастты көрмедім, бірақ қараймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деген секілді. То есть сол социальный сеть арқылы әйтеуір бір жетіп жатыр да хабар. Сол секілді Инстаграмда болсын, басқа Ютуб болсын, сол арқылы жету оңайырақ секілді деп айтқым келгені ғой хатқа. Я дұрыс айтасың. Сейчас даже к проблемам каким-то, я не знаю, сексуального насилия, неравенства тоже возможно привлечь внимание только именно Через общественный резонансом. резонанс. Да, по-другому никак. Да, к это, сожалению. ну это же неправильный путь. Это Да. жесть Это вообще какая-то. уже говорит очень много об обществе. Да, да, но это, к сожалению, печальная статистика, но это так, потому что если, ну, ты просто сталкиваешься, мне кажется, с вот этой стеной, и кроме как трубить во все СМИ, там, не знаю, по соцсетям, другого выхода нет.
Мгм. Ты сказала, если буду в этой стране, то есть до этого у тебя есть мнение, ну, План. планы переехать? Вы знаете, у меня были глобальные планы переехать до войны. Мгм. Затем во мне проснулась, я думаю, все переживали этот период национальной осознанности, там, не знаю, признания своей идентичности и так далее. Самоидентификация. Да. Я подумала, что если все молодые, там, умные люди будут уезжать, что будет с нашей страной? И я как-то затормозила этот процесс, вернее, начала думать, что я должна что-то пытаться сделать здесь, там, как минимум, хоть немножко повлиять на развитие трейл-раннинга и так далее. Но сейчас опять ко мне приходят такие идеи, я не знаю, то есть эта идея всегда есть. Просто она немножко затихла в период вот этого вот подъема и так далее, но сейчас она есть. Но еще я хотела бы извиниться за то, что я разговариваю сейчас на русском языке, потому что, к сожалению, я не могу выразить все на казахском языке, но я считаю, что я должна постараться, и надеюсь, на следующий подкаст, если вы меня позовете, я буду разговаривать на казахском языке Бұйырса. чисто. Я Жақсы. буйырса. Нет, Нет. вообще, давайте по языкам вот сейчас поговорим. Первый и последний раз. Интересная тема, Вообще, начнем с случая в бане. Сидим мы как-то, Адель, я, Норс в парилке в бане, восстанавливаемся и разговариваем между собой на русском, что-то обсуждаем там. Вошел человек и говорит такой: сендер намыстарың қайда? Еркек емессіңдер ме? Қазақша сөйлемейсіңдер ме? Был же такой разговор? Да, был. Да. Я хочу, к чему я это говорю? Біріншісі, ана тіліміз біздің қазақ тіліміз. Біз қазақ тілінде сөйлей аламыз, ойлай аламыз. Бірақ қалай ыңғайлы, сол тілде сөйлей беруге болады ғой негізі. Yeah. Почему у нас вот, знаете, надо прям сразу же разговаривать на казахском? Вот ты казах, ты должен разговаривать. Окей, это с одной стороны, наверное, правильно, но с другой стороны, патриотизм не заключается в том, чтобы разговаривать на казахском. Ну, я вот с этим соглашусь, но все-таки я думаю также о том, что вот когда мы едем, не знаю, жить в Норвегию, да, допустим, мы стараемся выучить их язык, потому что там все завязано на языке. Ты получаешь бесплатное образование, если ты знаешь государственный язык. Ты там можешь бесплатно еще какие-то плюшки получить, если ты знаешь язык. Ты, в конце концов, там можешь, даже 10 лет там проживя, ты сможешь стать гражданином, только если ты сдал хорошо экзамен на норвежский язык. Я бы хотела, чтобы здесь было так же, но при этом я понимаю, что мы все-таки выходцы из Советского Союза, и на самом деле, вот когда я училась в школе, не было достаточно высокого уровня в казахских школах. То есть, если учебники, то самые лучшие учебники были на русском языке. Если ты выбирал школу, то ты шел в школу, там было, допустим, 6 школ с русским языком, 1 школа с казахским языком, все выходцы из которых проваливали ЕНТ. Соответственно, конечно, ты шел в русскую школу. Но и кроме этого, даже в русских школах нас учили языку 11 лет. Но мало кто знал этот язык. Я вот, допустим, у меня свободный разговорный стиль на казахском языке только благодаря тому, что мои родители говорят на казахском языке, не благодаря школе. То есть у государства само не создавало условия для того, чтобы учить этот язык. И я бы хотела, чтобы сейчас это не насильно, но очень гибко, постепенно внедрялось, и чтобы там лет через 20-30 все, кто здесь живут, могли спокойно разъясняться хотя бы на бытовом уровне. То есть, потому что мне кажется, это важно, потому что это часть нашей истории, язык, на котором говорили там великие люди, и хотелось бы его сохранить. Жаңа сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. СССР заманнан келе жатқан деп айтып отырсыз ғой. Шынымен сол уақыттан бері келе жатқандардың көбісі орыс тілінде сөйлейді, өйткені мектептерде, университеттерде орысша тілде болды, бірақ қазір шүкір барлығы өзгеріп келеді. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, там қай жақ дедіңіз? Норвегия ме? Иә. Сол жақта мысалы там өзінің ана тіліне үлкен құрмет деген секілді. Бізде де ол жаңадан енді қарқын алып келеді. Өйткені қазір қарап отырсаң, мысалы бұрын жастарымыз тек қана ағылшынша, тек қана орысша тыңдайтын, бірақ қазіргі біздің жаңа жастар тыңдайтындар барлығы қазақша әндер,
даже Қайрат Нұртастың өзі қайтадан Иә. кетіп кетті ғой. Иә, сол секілді басқа жақтарда да тіпті контент жағынан алып қарағанда да қазақша тіліне көбірек мән беретін болған. Сол себепті асықпау қажет. Не Бәрі насильно. уақытымен, иә, не насильно, иә. А step Өзі by step. уақытымен келеді. Алдағы уақытта алла бұйырса ертең ана болатын болып жатсаңыз, сіздің балаларыңыз уже қазақ тіліне бейімдірек болады дегенім ғой. Иә. Сол уақытта уже сіз армандаған арманыңыз сол уақытта уже как бы реальность болады. Я тоже надеюсь, да. Ну, главное не насильно, потому Да. что насилие порождает какой-то негатив. Отрицание, отторгание Да, порождает. да. И мне просто есть чем дополнить, да. Вы вообще все правильно говорите. Просто мне немножко... Я сам родился на юге, но с 5 до 4 класса, с 5 лет до 4 класса я рос на севере, в деревне, где на всю деревню было 3 казахские семьи. То есть мне буквально не с кем было говорить. Да, у меня дома дедушка, бабушка говорили на казахском, но мои родители русскоязычные. И эта проблема, я так понимаю, ни одного меня, да, я не один такой, таких как я, очень много росло. И у нас даже в школе нормально казахский язык не преподавался. Он был, условно, преподавательница хорошая была, да, а у нее богатый культурный казахский язык, именно вот такой адиби казах тілі. Но 7-летнему ребенку... Это неинтересно. Нет, просто 7-летнему ребенку 3 часа в неделю казахского языка не перекроют весь остальной его, вот что он на русском общается. У меня мышление на русском, потому что... Ну и я не понимаю, когда говорят, что вот ты должен стать разговаривать на казахском, как будто все по щелчку изменится после того, как страна 70 лет говорила и думала на русском. Да. И когда еще наши родители думают на русском, я думаю, через поколение уже, мне кажется, гораздо сильно будет процентное смещение в именно языковом. Ну, я тоже с Восточного Казахстана, и у меня в классе было всего несколько казахов. Все остальные были русские люди, и вообще в целом, где я жила, большая часть, там 80% жили, наверное, русские, и 20% казахи. Да, просто нужно время, потому что действительно народ осознает, понимает, меняется, и мне кажется, через буквально 1-2 поколения уже будет такой значительный перевес в обратную сторону. Ну, я тоже надеюсь. Вы знаете, даже вот, допустим, небольшой нюанс я запомнила. Мы бегали на этом запасном стадионе центральном и попросили девочку сфотать. И она начала сразу разговаривать с нами на казахском языке. И я подумала, вау, потому что до этого такого не было. То есть она сразу начала настроить, что мы выстроились ряд на казахском языке, хотя мы там смешанная группа, там какие только национальности у нас не бегают. Но я подумала, что это уже плюс, это молоденькая, там ей, наверное, лет 18, возможно, но уже какой-то сдвиг происходит. Просто анда не ғой, жаңа банян темасына қайтып оралам да. Бірден бетке басудың қажеті жоқ та, бірден, мынандай сөз бар ғой, жылы сөйлесең, жылан іннен шығады деген секілді, бірден беттен алып, групп айтудың қажеті жоқ, ол бір. Екіншіден, қайта айта беріп, назид дейді ғой орысша. Мазалай берудің де қажеті жоқ дейді, қайта айта бергеннен шыны керек пайда жоқ. Пайда жоқтан бұрын отвращение кетіп қалады. Да, вы знаете, так, я еще думаю, что есть такое понятие, как личные границы. У нас вообще в постсоветском пространстве это понятие практически не существует. То есть я вообще считаю, что люди там сами по себе разговаривают, и приходить к ним, говорить что-то, это уже неправильно. То есть они тебя не трогают, не лезут в твое личное пространство, там, не знаю, не громко, не разговаривать и так далее. Поэтому сама суть, что он к вам подошел с какими-то своими обвинениями, это уже неверно. То есть даже если не смотреть, что он там вам сказал. Да. Әлемді өзгертем десең, өзіңнен баста дейді ғой. Егер адам қазақша сөйлесін десең, өзің көркем тілде, көркем қазақ тілінде сөйлей білің, сосын барып сізге қарап адам тамсанып, қызығып қазақша сөйлеп бастайды, мен айтарым сол болды. Вот ты меня вдохновляешь, кстати. Да, поэтому, да, қазақ тіліне барыңыздар, бірақ еще уроки этики тоже поучите. Это обязательно. В том месте просто Адиль мог бы разговаривать на английском, Нурс на казахском, еще на домбре играть, а я на китайском. То есть поэтому там обвинять человека, давайте не будем булить, кэнселить, а просто с терпением отнесемся к этому. Қазақ тілін меңгеріп жатырмыз. Всему свое время. Я қазақ тілінде әлі де бәріміз сөйлей жатамыз бұйырса, қазақ тілін бәріміз білеміз. Бірақ мен мысалы тапсырыстардың бәрін кафеде, кофейняларда қазақша жасаймын, өйткені жақсы практика.
Өйткені басқа адамдардың құлақтары қазақ тіліне енді привыкать ете Я береді тоже ғой. за собой стал замечать, что я тоже где-то в общественных местах стараюсь почему-то, ну, уже неосознанно на казахском начинаю разговаривать. Я тоже. Это вот большое влияние Нурса, потому что до него у меня, ну, не было такого. У меня круг общения весь русскоязычный, и как с Нурсултаном начал общаться, он, то есть, не заставляет, но он все время со мной на казахском разговаривает. И это очень сильно повлияло на мое именно языковое обращение. Да охренеть Господь Нурсултанов. Нет, но он действительно вдохновляет. Вообще, мне кажется, Желаяк стоит вас ценить только за то, что вы первые начали создавать какой-то контент на казахском языке. Да, То есть до вас конечно. этого не было. Я считаю, что это прям, не знаю, за это вас нужно очень-очень благодарить, потому что часть охватов, мне кажется, просто терялась. А тут здесь есть Значительно. возможность, да, и на русском, и там, и на казахском, дай бог, скоро и на другие языки вы подключитесь. Вообще было бы прекрасно. Ну, еще, кстати, касательно того, что употреблять казахский язык, я тоже заметила, и даже у нас группа, на самом деле, все говорят, ну, все на разной национальности, у нас русские, украинцы, казахи и так далее, но мы начали употреблять какие-то бытовые фразы. Мы когда ездили на Мадейру, с Бахой постоянно говорили на казахском языке, чтобы другие нас вообще не поняли, потому что русскоговорящих много. И когда мы хотели что-то обсудить, мы переключались на казахский язык. Шифр. Да. Ана не бар еді ғой, ана өздеріңе не ағылып сосын не істей беріңдер деп ше анау Yeah. сондай. Да. Этика, этичные границы у нас в обществе они реально отсутствуют, но нам, как парням, это, наверное, мы либо обращаем на это внимание меньше, либо по отношению к нам такого меньше проявляется. Я вот хотел узнать у тебя, как у девушки, да, насколько это, как часто ты это замечаешь, как часто с тобой происходят подобные вещи, да, там, нарушение личностных границ. Все равно у девушек, мне кажется, гораздо сильнее ощущение вот этих личных границ, каких-то, знаешь, да, вот нарушение личного пространства. И вот именно... И больше требований ты должна, наверное, к девушкам больше, чем к Да, мужчинам. со стороны общества к девушкам больше вот этого ты должна, да. Ну, это еще одна моя боль по поводу того, Ну, что... давай выносить ее. Да, у нас, к сожалению, до сих пор патриархальное общество, и некоторые мои друзья даже не хотят это слышать, но так и есть. Там, не знаю, давайте посмотрим там на парламент, там большая часть мужчины. Вот это вот с Федерацией бокса, я вот читала недавно статью, мужчин награждают большими денежными призами, чем женщин. Да, Хотя но ты- это уже прям, да, явное, открытое Явно, прям, да. но это везде присутствует на самом деле. И, допустим, даже в беге. Вот мужчина может выйти, пробежать там, не знаю, ну, гопники, возможно, привяжутся, конечно, наверное, тоже такое есть. Но когда ты девушка, ты должна предусмотреть все нюансы. Если ты выходишь в 8 вечера там, ты должна подумать, что тебе нужно найти компанию обязательно, потому что это будет небезопасно, потому же на ВАИ, знаете, бежать до шлагбаума, Вообще. потому что, да, я сама несколько раз сталкивалась с не очень хорошим поведением некоторых водителей. То есть ты должна предусмотреть про свою безопасность, ты должна там подумать, чтобы надеть для того, чтобы не привлечь лишнее внимание. Допустим, у меня есть марафонские шорты. Они классные, они Легкие, короткие, короткие. да. Но, вы знаете, даже на стадионе они привлекают кучу внимания. То есть вы представьте, что происходит, когда я просто хожу по улице в этих шортах. То есть, к сожалению, в Казахстане еще не развито такого, что надевает человек. Это все не важно. То есть вы должны уважать всегда его личные границы. И вот то, что говорят, там, не знаю, по поводу того, что внешний вид девушки играет роль, как к ней относятся, я считаю, что это такое оправдание всяких, не знаю, оправдание каких-то плохих мыслей, которые возникают у мужчин, потому что такого быть не должно. То есть это даже если сейчас все девушки наденут, там, не знаю, не вызывающую одежду, это не снизит количество преступлений, которые происходят. Я не знаю, почему люди про это не думают, почему у нас развит victim blaming, когда обвиняют жертву. Ты сама виновата. Да, вот я думаю, нам еще нужно двигаться в этом направлении, но, к сожалению, я обвиняю не только мужчин, но и многих женщин, потому что, когда читаешь комментарии, там женщины поддерживают какие-то фразы, то есть
На самом деле нужно развиваться всему обществу в этом направлении, в уважении любой личности, неважно, там, мужчина, женщина, ребенок и так далее. Просто именно женщины и дети самые незащищенные слои чисто по своим физическим особенностям. Да, А, я с этим полностью где, согласен. где ты сталкиваешься с этим больше, условно, в беге или во всей остальной жизни? Да, я думаю, во всей остальной жизни. Даже, вы знаете, иногда, не знаю, в каких-то местах, где ты вообще такого не ожидаешь, там, не знаю, каких-то Ну, вот супер... какой-нибудь самый абсурдный момент. Я ехала в автобусе после одной из тренировок. У нас тренировка была с девочками на трамплинах. Я села в автобус, и какой-то мужчина якобы его там расшатало в автобусе, приземлился руками на мои коленки. Я, честно, хотела подраться с ним. Но потом, конечно, я себя сдержала. Но это происходит везде. Или однажды какой-то, я не помню, в контексте чего это происходило, подошел парень, пытался мне что-то объяснить и начал водить пальцем по моей руке. То есть это ужасно, но это случается, к сожалению, в жизни. Об этом грустно говорить, но нужно Но про это говорить. нужно об этом говорить. Да, потому что вообще, я думаю, это надо начинать с самого детства. Нужно у детей, вот у меня учится, вернее, я тренирую одну девочку, Мадина, у нее маленький ребенок, и знаете, у нее такое правильное воспитание ребенка. То есть нужно у детей сразу сформировать понятие личных границ, что никто, твое тело неприкосновенно, там, прочее десятое. Это прям нужно, знаете, ребенка не только с части для его безопасности, но и для будущей безопасности, с кем он будет контактировать, там, не знаю, будучи взрослым. То есть вот эти какие-то особенности, это казалось бы так просто, но почему-то люди про это вообще не задумываются. То есть, не знаю, мне кажется, это прям глобальная работа предстоит в Казахстану в целом для того, чтобы наконец-то пойти, наверное, по правильному пути. Есть ли какие-то, допустим, сподвижки, условно, 10 лет назад и сейчас? Есть разница? Я думаю, да, колоссальная разница все-таки есть, потому что сейчас все равно женщины чувствуют себя свободнее. По крайней мере, в Алмате. По крайней мере, в Алмате, да. Но я не уверена, что также я бы себя чувствовала где-нибудь, не знаю... В районах, да, потому что я, честно говоря, моя жизнь там, не знаю, несколькими районами ограничена, но и в других городах тоже. Вот, допустим, мы ездили с группой CRG в Узбекистан, и на самом деле я там не рискнула даже где-то там бегать. Мы пошли на короткую пробежку 10 километров, но мы прям явно привлекали внимание, просто потому что там у людей, люди совершенно одеваются по-другому и так далее. Да. Вот, я думаю, что-то похожее, наверное, я бы испытала где-нибудь, не знаю, в окраине города и так далее. Не знаю, предстоит время, но мне кажется, это еще зависит от уровня образования и осознанности людей. У нас, к сожалению, с этим проблемы. И это проблемы в том числе созданы уровнем жизни людей. То есть, когда людям, не знаю, нечего кушать, они не могут, им не до этого, знаете, думать о правах женщин и так далее. То есть это такая работа долго предстоит по увеличению уровня жизни людей, затем уже по их развитию и так далее, и так далее. Ну вот, что, условно, да, хорошо, мы оставляем это, грубо говоря, да, на следующее поколение, мы их воспитываем, а что делать нам, да, допустим, что может текущее общество сейчас сделать, чтобы как-то это сподвинуть, чтобы это с места сдвинулось, да? Ну, вообще мне очень нравятся всякие социальные ролики, статьи, которые пишут, допустим, Маншук, Батыр Жамал, потому что, мне кажется, это привлекает внимание к этому, и, возможно, кто-то, кто позволял себе такое поведение, посмотрит на себя со стороны и поймет, что это было неприемлемо. То есть, я думаю, нужно прям создавать, опять же, этот общественный резонанс путем, там, не знаю, Инстаграма и так далее, чтобы у людей всегда было на виду, что если ты перешел какие-то границы, во-первых, про это все узнают, а во-вторых, что это наказуемо. То есть, чтобы, не знаю, доказать, и еще, кроме того, что наконец-то донести до людей, что если ты жертва, ты никак это не провоцировала и так далее. То есть ты должна получить только защиту и помощь, и никто не должен тебя обвинять. Потому что у нас, к сожалению, проблемы, знаете, даже вот самое
даже глупая проблема, никто даже к гинекологу не ходит, потому что многие боятся говорить про какие-то свои проблемы, потому что их будут осуждать. Вот это нужно искоренять в обществе. Еще такой момент. Вот ты говорила Батыр Жамал, вот Инстаграм, на эти паблики. Я в целом, да, поддерживаю здравое вот, изменение общества в сторону условного феминизма, да, ну, чтобы не было подобных ситуаций, потому что, ну, вот как ты говорил, в автобусе, еще где-то, у нас у всех есть девушки, у кого-то жены, бабушки, мамы, и, естественно, ты не хочешь, чтобы к ним так обращаться. Да, и, соответственно, начиная с себя, я сам так никогда не сделаю. Но очень часто встречаются в условных интернетах, как мы это называем, да, довольно радикальный вид феминисток, которые, если твое мнение не совпадает с ним, ты там чуть ли не отброс всего человечества, и идут такие открытые агрессивные нападки. Что делать такому слою женщин, допустим, да? Это же тоже некорректно, правильно? Да, я тоже считаю это некорректно, потому что я считаю, нужно признавать все мнения. Допустим, у нас недавно в одной из наших групп тоже вспыхнул спор в части поддержки ЛГБТ и кто не поддерживает ЛГБТ. Я считаю, у каждого должно быть свое мнение, но держи его при себе. Не нужно его агрессивно навязывать кому-то. Это касается и религии, и там, не знаю, и твоих там сексуальных предпочтений и так далее. То есть у нас, слава богу, пока в Казахстане есть право выбора, там нету законодательства о запрете ЛГБТ и прочее десятое, поэтому чувствуйте себя свободно. Если ты хочешь там уйти в религию, уходи в нее, пожалуйста, но не нужно навязывать свое мнение другим. Если ты там хочешь поддержать ЛГБТ, тоже пожалуйста, но не нужно навязывать мнение другим. То же самое противоположная сторона. Если ты там наоборот хочешь поддержать, поддерживай, тебя тоже, ну, никто за это бить не будет, но не нужно навязывать это другим. То есть в нормальном обществе это должно происходить естественно и без какого-то пушинга с стороны. Потому что агрессия порождает агрессию. Как бы там это ни было сказано, это фраза из Наруто, но действительно... Только хотел сказать, Наруто-терапия. Да, замкнутый круг ненависти. Ну, действительно, надо рвать этот замкнутый круг ненависти и быть лояльными к любому мнению. Не, я тоже согласен с тем, что у тебя может быть какое угодно свое видение мира и мнение, да. Естественно, мы в рамках уголовной ответственности Республики Казахстан говорим, но все остальное это все твое, ты можешь видеть мир и верить, воспринимать как хочешь, но не навязывай его вообще другим, не лезь с чужим уставом, со своим уставом в чужой монастырь, грубо говоря. Я вообще думаю, что самое важное, что должен делать человек, он может быть кем угодно, делать что угодно. Главное не пытаться минимизировать негативное свое влияние. Это касается и других людей, природы и так далее. То есть просто, там, не знаю, пытаться не причинить кому-то, не знаю, вред. Мне кажется, это, ну, достаточно просто. А какие бы ты советы и замечания сделала бы по вот этим харассменту, так скажем, да? Для мужчин-атлетов, допустим, мы все равно же сталкиваемся, даже бегая там в группах, да, мужчины, женщины, все равно мужчины может там не замечать этого, но там перейти границу, да, условно говоря. Неосознанно. Да, неосознанно, как-то оскорбить, неправильное слово сказать. То есть какие бы ты могла дать замечания и вообще сталкивалась ли ты с таким, то есть с непренебрежением, допустим, даже таким? Вы знаете, наверное, в своих группах, слава богу, я не сталкивалась, я этому очень благодарна, что у нас офигенные ребята бегают, но я периодически с этим сталкиваюсь на каких-то соревнованиях, когда тебя не пропускает мужчина, потому что, возможно, это влияет, там, не знаю, на его осознание маскулинности, что его обогнала девочка, я не знаю. Но я бы хотела сказать, что мужчины должны понять, что мы разные априори. Поэтому нужно, прежде чем сказать, просто подумай над этим. Подумай и поставь себя на это место. Или поставь свою девушку на это место. И мне кажется, тогда, возможно, многих неразумных высказываний было бы меньше. Я думаю, просто думать, прежде чем ты это говоришь. Скорее всего, там, не знаю, в рамках бега многие это делают неосознанно, потому что я все-таки верю, что в беговом сообществе этого очень мало. Я тоже верю. Да, поэтому я думаю, что, возможно, это просто по глупости так сказала. Но если ты уже это сделал,
и ты видишь, что неприятно, извинись и попытайся разъяснить эту ситуацию, а не просто там отмолчаться и так далее. Я думаю, только так. Хороший совет на самом-то деле. Думать, прежде чем что-то ты говоришь. Да, вообще думать это По жизни. хороший совет по жизни. И следить за своим языком, конечно же. Да. Но иногда, конечно, на эмоциях можно что-то сказать, там, неосознанно, но тогда стоит поговорить с этим человеком, там, извиниться и так далее. Но сексизм, кстати, не только к женщинам применяется, часто и к мужчинам на самом деле. Вы тоже иногда страдаете. Например? Ну, допустим, мне кажется, общество тоже так давлеет над мужчинами, что какое-то у них должно быть постоянно достигаторство. В финансовом плане там, это и так уже, далее. так сказать, не обговаривается даже. Это все, Да. ну, я, наверное, думаю, в постсоветском и даже больше пространстве все парни, мужчины живут и растут под давлением таким. Да. И, не знаю, мне кажется, от этого пока в данный момент никуда не деться. Просто. Ну да, мужчина с рождения должен быть успешным Должен. просто. Не Успешно? просто должен. Да, ну еще в плане того, что мужчина не плачет, вот это все. Да, ну это вот всякие устои. установки Да. маскулинности, так сказать, мужика. Ты должен отслужить, ты не должен плакать, ты не должен много зарабатывать. Робот болу керексің ғой. Да, ты А мы должен с быть Норсом-то безэмоциональным. служили. Не, я не служил, я болею. У меня белый билет. Нет, да, вообще было бы классно, чтобы мы убирали все установки эти вообще касательно любого человека, чтобы каждый человек мог себя комфортно чувствовать, живя в Казахстане. Керемет. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Да, На нашем веку. поэтому развитие и новое общество начинается с нас. Да, Да, так и есть. надо В начинать первую с себя. очередь себя. Теперь вернемся в Nike Running. Мгм. Расскажи вообще про этот клуб, бесплатный ли он, как туда вступить, какие плюшки есть там. Вообще, мне кажется, это очень классное сообщество, созданное там много лет назад у нас. Это была часть вообще глобального вот этого комьюнити Nike, и там это делается для поддержки здорового образа жизни, и все абсолютно бесплатно. То есть в Nike есть 3 беговые тренировки, несколько тренировок силовых, йога, и все это делается бесплатно. Являясь активным участником бегового клуба, ты получаешь там такие плюшки, как скидки в Nike, ты получаешь там фирменную футболку. Ну и кроме этого, самая основная плюшка, мне кажется, ты получаешь классный план подготовки. Сейчас там в Nike есть тренировочный план на самые основные наши локальные старты. Допустим, до этого полумарафонский был план, сейчас мы готовимся к октябрьскому основному Алматы-марафон, и план прям расписан под каждую дистанцию. Планды кім жазады? У Геннадий? нас ранее писал Геннадий, сейчас пишет Дима Коробейников. Вот. Ух ты, круто. Да, и то есть на самом деле это средства, которые выделяет сам Nike. И мне кажется, это очень классно, что у людей есть возможность бесплатно побегать с классным профессиональным планом. Керемет. Круто. Окей, как туда вступить? Просто приходишь на стадион и все. Какое время, как какие узнать, дни? когда тренировки? Вообще у Nike есть страница на Фейсбуке, Nike Plus Алматы называется, там развешивается расписание всей недели. Но вообще по вторникам мы собираемся в Nike в Дастыке, Теренкур обычно бегаем, по четвергам мы собираемся на центральном стадионе запасное поле, и суббота это парк Первого президента. То есть можно просто прийти и сказать, я вот к Найкам и... Да. Короче, Фейсбук адамдар ғана қатысады ғой ол жаққа. Да, вы знаете, вот это... Неге Инстаграм ашпайсыздар? Пока мы не можем, потому что там есть еще и какие-то правила у самого Nike. Но я думаю, в будущем этот вопрос решится. И можно будет... Да, мы все понимаем, что Инстаграм самая крутая площадка, но вообще есть еще один путь видеть весь этот план. Можно вступить в Strava клуб, называется Nike Running Club Алматы. И там тоже развешивается еженедельно, в понедельник, расписание на всю неделю. То есть там тоже можно это увидеть. То есть любой любитель может прийти на тренировки и просто позаниматься со своими единомышленниками. Да, все верно. Кроме этого, там даже расписываются домашние задания, то есть там на неделю, то есть где кросс стандартный, восстановительный и так далее.
То есть... Классно. как- Допустим, я сам не знал про этот клуб. Вы знали? Я знал, но я не думал, что он бесплатный, да. Я вот хотел узнать, а как долго уже существует? Да. 7-8 лет. Вау. Мои первые шаги в беге были с ними сделаны. То есть все эти 7-8 лет, это все спонсируется Nike, грубо Да, говоря? все верно. Вот я считаю, что этот Nike создал очень много классных бегунов, потому что вот я когда попала туда, я попала сразу к Гене, вы знаете Гену как Да. супер Очень крутой профессионала, спорт. да. И вот он, можно сказать, был первый тренер, который вылепил из меня то, что потом долепил Чингис. М. Вот если бы я не попала в такой комьюнити, возможно бы я так и не бегала на самом деле. Вот, да. И бесплатно. А в этот клуб можно приходить в Адидасах или в других брендах? Там без разницы. Там на самом деле вообще на это не обращать внимания. Он поддерживается Nike, но и вот я говорю, основной посыл — это развитие здорового образа жизни вот в Казахстане. Да, и мне кажется, это очень классно, потому что просто найди кроссовки и приходи. Ну, вот Мгм. образно говоря. А ты сама амбассадор Nike? Ну, у нас нету такого понятия, как амбассадор, но, наверное, можно это расценивать как локальный амбассадор. Они оказывают поддержку, дают 2 раза в год полностью снаряжение на 2 сезона. Кроме этого, на ежемесячной основе тоже дают какие-то плюшки, Скидки там. скидки, знаете, сертификаты, благодаря которым я могу постоянно обновлять, там, не знаю, свое снаряжение и так далее. Потому что это прям супер разгружает мой бюджет, который и без того, знаете, на грани этими беговыми Я вот вещами. Клуб ауыстырамын ғой деймін. И вот вопрос у меня возникает. Вот есть атлет, который час 18 бегает, да? Вот возможно ли такому человеку получить спонсорство условно на таких же условиях от Nike? Ну, на самом деле у нас это получают только пейсеры, Мгм. но у нас пейсерство не на твоих на самом деле результатах, Результат. потому что да, мы смотрим, конечно, это, но у нас пейсерство именно основано на участии в этом беговом клубе. То есть все пейсеры, которые сейчас с этим клубом там 7 лет или более, и, соответственно, нас все ребята знают, что мы с Nike и так далее. То есть именно на этом основан пейсер. Потому что все-таки, да, это беговой клуб, но это больше комьюнити, куда люди приходят общаться с единомышленниками, но при этом получая дополнительно классный план для тренировок. Вот так. То есть там нету достигаторства. В этом, знаете, такое расслабление там. Ты там, конечно, пашешь, ну, в плане того, что ты там свои показатели пытаешься исполнить, но там нету достигаторства, там, не знаю, мерки, там, не знаю, с твоими результатами и прочее. То есть там приходишь побегать для души, можно сказать. Как мы все начинали это делать когда-то. Да. Потом мы перешли эти границы, пока не можем вернуться обратно. Да. И теперь бежим за временем. Да, да. Не За можем, секундами, за минутами. не можем догнать это. Я на самом деле иногда даже завидую, потому что вот одна часть горда своими результатами там и так далее, а вторая часть я всегда завидую одной своей подруге, которая выходит на старт чисто расслабиться. То есть чисто получить эмоции. Ты, конечно, их тоже получаешь, эти классные эмоции и так далее, но ты частенько и страдаешь на дистанции, чтобы, знаете, достигнуть свою желанную планку. Вот, кстати, вот когда был Space Talk, вот организованный Геннадием, про это говорили, и на самом деле все признались, что это твое эго. Мгм. И ты не можешь преодолеть это эго. И я разговаривала со своими ребятами из CRG, да, действительно, как только ты там, не знаю, достиг какого-то результата, впервые стал на тумбочку и так далее, то все, ты заражен этой болезнью, все, тебе будет очень тяжело взять и откатиться назад, только если там что-то произойдет. То есть это на самом деле как наркотик. Мне кажется, любой спорт — это эго. Да, То есть- любой спорт, да. Ну, так и есть, да. Иначе бы не было соревновательного Да. эффекта. Да, иначе бы не было мировых рекордов таких. Ну Ну да, но там на самом деле еще большой спорт, это еще хорошие деньги, а у нас только эго. То есть мы у нас только эго, потому что никакие денежные призы ты только тратишь время, здоровье, деньги и подпитываешь свое эго, и все на этом на самом деле. На тенгри шоколадку получил, и зато сказал, зато я первый. Да. У меня треугольник или бубен есть. Любимые кроссовки. Я знаю, помню, ты бежала в Nike Пегасусах, ты бежала в прошлом году в Каркаре в них.
Nike Pegasus Трейлы, 2, которые- кажется, я бегала, да. В этот раз я побегу тоже в Пегасусах, только уже 4-е. Мгм. Я выбирала... Вообще, самые любимые мои кроссы на сегодняшний момент для трейла — это Nike Kiger. Они такие легкие, очень, у них хорошая защита, конечно, чуть меньше амортизации, чем в других моделях, но для меня это плюс, чтобы хорошо чувствовать почву. Тропу. Да, и поэтому я думаю, 49 километров я пробегу в них точно, а 60 километров на модели я бегала в Ягамах, потому что они очень мягкие. То есть 60 километров это все-таки очень долго, и там бежишь в основном по камням, вот там играет роль амортизация. Зигама — это новые кроссовки с пеной Zoom, да? Да, да, они это типа как Vaporfly, только Для в трейле. трейле. Да, А да. бегала в других, там, Хока, Ла Спортива, не знаю. Нет, я вообще, Ну. честно говоря, я не могу даже сравнить, потому что я, как только вступила в найковский клуб... А, ты все я время в за- Найках бегала? Да, я вообще очень-очень, мне кажется, человек, который один раз что-то Консервативный. выбирает, да, и живет с этим. То есть это, причем не в минус мне, я считаю, потому что в Nike есть столько моделей, что ты всегда можешь найти для себя. Но это касается вообще всех аспектов моей жизни. Там, не Как знаю. относишься к реплике? Я на самом деле отрицательно отношусь, потому что мне кажется, не факт, что они предусмотрели какие-то физиологические особенности стопы и прочего. Мне кажется, лучше купить оригинал, но более бюджетный или старую модель. Сейчас там, не знаю, вот тот же Nike, можно Да. поехать, купить какую-то старую модель, найти там что-то на сайте, какие-нибудь Pegasus 36, но использовать Да. именно то, что проверено, технологично и так далее, чем использовать реплику. Да, еще хочу сказать, если вы видите, что модель старая, это не значит, что она плохая. В свое время она была новым каким-то, как это говорится, типа, не идеал, а Прорыв. революция, типа, да. Да. В свое время Пегас 36 тоже, типа, говорили все, вау, Пегас 36, а сейчас говорю, ой, Пегас 36. Нет, они не стали отвратительными или, да, они тоже хорошие кроссовки. Не, я вообще считаю, знаете, некоторые, вот, допустим, вот Пегасусы, трейл, я бы на самом деле 4-й бы и не покупала, если бы я могла купить такие же 3-е, потому что, Их нету просто. да, их просто нет, уже, ну, новое смещается, но я думаю, можно найти, конечно, но есть такие модели, которые просто the best, и я бы всегда в них бегала и к ним бы возвращалась. Пегасусы 36 вообще моя любовь. А Там ты пробовала Wild Horse? Wild Horse, да, я пробовала. Как в них бегать? Вы знаете, там тоже вот 3-й Wild Horse была моя любовь, и я думала, все будут такие. Потом они немножко провалились, Ага. потому что были 6-й и 7-й, кажется, они стали такими С агрессивными. огромной пяткой. Да, огромная пятка, но вот новые вышли 8-й, они вернулись к истокам, Мгм. и я бы хотела их Стоит купить и попробовать. протестить. Да, потому что я прочитала про них кучу отзывов, я вот для Маттерхорна выбирала между ними и кайгерами. Все-таки решила на кайгерах остановиться, потому что они более легче, но вот если бы я бежала 60 километров, я выбрала бы Wild Horse, Мгм. потому что они более амортизируют. И мне нравится, что они вернулись к старым моделям. То есть, ребята, покупайте оригинал, даже если это старая модель. Не вредите своему здоровью. Да, я просто в свое время выбирал между... Базарный. Я в свое время выбирал между Хока, как они, спидготы, и Wild Horse'ами 5-ми. Я в тот момент выбрал Хока, но меня все еще всегда интересует вопрос, а что я типа упустил, да? И вот теперь хочу попробовать как-нибудь Wild Horse тоже потаскать. Надо попробовать, но вообще у каждого своя там любовь. Вот у меня у друга Бахи, вы У него знаете, всё да, Хока, его. да. У него Хока, он заставил меня на модели искать его Хока. То есть это просто у него любовь на всю жизнь. Это тоже Хока-мен. Да. замечательный кроссовок. Это и я считаю, что круто, что он нашел свое. То есть мне кажется, прям надо искать и находить что-то свое. Да. Не бегать с дискомфортом там ради какой-то модели и так далее. Маған Хока жақпады бірақ. Да. Почему? Мне тоже не нравятся они, кстати. Космос бе еді, қандай еді? Красный космос па болды ғой? Red Фиолетовый. Planet или Red Red Planet. Planet, да. Ага. Сол кезде жүгіргенде Вспомнил. қанша шақырым болды ол кезде? 30 30 шақырым болды ма? километров. 30, 29. Иә. Мен где-то уже 20-шы шақырымда мен аяқтың астынан ана тор көздер болады ғой. Ага. Мгм. Соны сезіп бастадым ғой мен. Ну, да. Где, Yeah. может, но мне, честно говоря, в них тоже не очень. Я их как-то мерила, мне кажется, это мини-матрасики на твоих ногах. То есть
Я один раз Вообще померила, шикарно. и я прям не могу, потому что эти ощущения мини-матрасиков не покидают меня. Мини-матрас. Не, а я наоборот из-за того, что они, во-первых, очень легкие, но настолько мягкие, что ты просто даже когда ты бежишь даунхилл какой-нибудь Ага. вниз, ты вообще не переживаешь о том, что тебе будет больно стопе, что ты что-то на какой-то камень наступишь. Ну вот, не знаю, в Найках я тоже за это не переживаю, потому что там все это предусмотрено, но не знаю, но мне пока они не подошли. И я, кстати, Ну да. мерила еще Ля Спортива и Ага. Соломон. Ля Спортива я Жесткие. померила. Знаете почему? Потому что я выиграла в Каркале, когда они подарили сертификаты, и там были Ля Спортива вот такие кроссовки. Я думаю, возьму что-то себе именно для альпинизма. Я как раз собиралась на Талгар и купила такие хайкинговые кроссовки, и вообще очень пожалела, что я в Nike Пегасусах не пошла на этот Талгар, потому что прям для моей стопы они не подошли. А Соломон я лишилась нескольких ногтей много лет назад, бегая в этих спид-кроссах. Они Ой, такие жесткие. Они очень, вообще. это самая, кажется, жесткая модель. Да, но при этом их так любят. То есть, мне кажется, для, не знаю, для европейской стопы, может, они подходят. Не знаю, у меня есть они, и я их использую максимум, когда просто пешком иду куда-то, хайкинг или максимум как жалял, но никак не для бега. Да, да. әркімге тоже. әртүрлі жағы ғой. Но вот у нас Ердос же их обожает. Ердос отдельный, это сверхчеловек, я не знаю. Ердос вообще... Мы были, кстати, когда он был у нас в CRG, мы были сила 92-х. Потому что мы родили в 92-м году. Еще у нас еще один член силы 92-х был Ника Набокова. Киселева сейчас. Вот. Крутая команда. А как ты вообще успеваешь? Вообще, вот какой вопрос. Чингис тебя спокойно отпустил Space Team тренировать? Да, совершенно спокойно. Знаете, как Гена в свое время отпустил Чингиза, так и Чингиз меня спокойно отпустил в Space Team обратно. Я считаю, что это профессионализм и вообще супер человеческое отношение. Это касается и Гены, это касается Чингиза. Вообще Чингиз, не знаю, я всегда говорю, что это человек-феномен. И это касается не только его беговых каких-то навыков, но и человеческих. Мне кажется, очень мало таких совершенно хороших людей. То есть, прям, я не знаю, я считаю, что как бегун, как просто друг, как он реализовывает себя как отец, как муж, просто все части его жизни, они супер, в моих глазах супер идеальные, и не знаю, он просто супер классный человек. Поэтому он мне дает постоянно наставления. Я с ним советуюсь по поводу треков. Я с ним, знаете, советуюсь по поводу безопасности в горах и так далее, и так далее. Потому что, он прям оказал мне огромную поддержку. Вообще, прям, я ему за это очень благодарна. Чингис классный. Соңғысы бұрын кімді Геннадийді жаттыққан ба? Когда Space Team только открывался, там в том числе было направление трейл, там тоже была мини-группа, а затем уже, это по сути были первые шаги Чингиза тоже как тренера. Вот Гена к нему пришел и пригласил его в свой клуб. И это, да, его был первый опыт тренерства, и после этого вот он уже свой личный бренд начал развивать. Я надеюсь, может, у меня получится так же. Не знаю, бұйырсын. Мы верим в это. Біз дұғада Рахмет. боламыз. Обняк. Ты вообще в будущем себя видишь тренером? Либо видишь больше в офисной работе? Вот, знаете, я над этим сейчас очень много задумываюсь, потому что немножко офисная работа меня начинает ограничивать в плане реализации моих целей. Потому что я вот, допустим, хочу в августе не только сбегать трейл, да, я хочу еще взойти на Маттерхорн. Для этого нужно там в горы ходить, свои навыки альпинистские купить. Но на это не хватает времени. И сейчас я понимаю, что в моей голове очень много целей, и они немножко ограничены вот этим 8-часовым днем. Я иду к тому, чтобы сделать это время либо более гибким, либо как-то решить этот вопрос. Поэтому в рамках этого направления на самом деле было бы круто реализовать себя как тренера. Для меня, опять же, моими, там, не знаю, путеводителями, можно сказать, являются Гена и Чингис. Как они это сделали, я мечтаю, чтобы у меня получилось так же. То есть тогда, и мне кажется, тогда все звезды соединятся в едино, то есть то, что я люблю, то, что там, не знаю, развиваю и так далее. Чтобы оно приносило доход, и ты могла на это жить. Да. Ну, вот при этом, конечно,
работу я тоже люблю, потому что интересные проекты там и так далее, но нужно попытаться там, не знаю, выбрать какой-то приоритет и идти к тому, чтобы все-таки суметь достичь все свои цели, потому что жизнь такая короткая на самом деле. И не хочется провести это, знаете, с какими-то мечтами о реализации каких-то целей, которые ты сам там упустил свое время на них. Да, к сожалению, Да. всегда нужно делать выбор. Да, но в этом и суть взрослой жизни, к не сожалению. всегда этот выбор легкий. Да, это вообще очень сложно делать выбор. Прям. Ну, в этом плане, мне, знаете, я подписан на Митяевых, Мгм. Дмитрия и супруга Екатерина. Екатерина. Екатерина, да. Вот прям, мне кажется, просто идеальная жизнь спортсменов. То есть сами тренируются, тренируют, то есть у них своя школа трейл-раннинга. И устроили жизнь, наверное, ну, условно говоря, по Инстаграму так, как они хотели. Да, как для них очень круто. Да, но я их очень уважаю как спортсменов, и это прям... И мне нравится еще их позиция в отношении вот этого конфликта, войны. Но мне прям по всем отраслям они нравятся, мне кажется. А про тренерство ты план сама пишешь девочкам? Да, я сама пишу план. Я знаете, что думаю? Вот, наверное, сейчас у меня не тот уровень, как у Чингиза, у Гены, но я думаю о том, что они тоже учились. Чингиз на самом деле учился, можно сказать, на нас. Сейчас он супер тренер, который научился на таких, как я, кто был в его первой группе, да, допустим. И я думаю, возможно, у меня будут какие-то ошибки, знаете, я уже сталкивалась с уходом из группы, там, столкновением каких-то интересов, прочего десятого, но все это опыт, и сейчас мне этот опыт очень нравится. Я прям, знаете, ловлю себя всегда на мысли в конце тренировки, что мне жаль, что закончились эти 2 часа, потому что мне хочется больше дать, больше времени провести с девочками и так далее. А не может быть это из-за того, что пока группа очень маленькая, что когда она разрастется, у тебя просто не будет хватать тебя, грубо говоря, на все это? Я думаю, такое может быть, но там тоже нужно будет делать выбор. Значит, нужно будет отказываться от чего-то еще. Потому что если группа разрастется, зато это даст... Сейчас это не приносит особо дохода, Да. честно скажу. Но это дает опыт и эмоции. Потом, возможно, это будет приносить доход, но придется с чем-то попрощаться, там, не знаю. А изучаешь какую-то дополнительную литературу по бегу, Да. чтобы улучшить там тренерские качества? Вообще, я сейчас читаю книгу, вернее, дочитала ее, но в любом случае постоянно к ней возвращаюсь, «Бегущий в гору». Там 3 автора, один из которых Килиан Жарне. Кроме этого, я заказала еще одну книгу, это называется «Поведение в горах», кажется. Тоже это авторы, кроме Килиана Жарне, которые писали эту книгу. Вот я ее жду, когда она ко мне придет. В переводе на русский? Да, в переводе на русский. И еще я хочу попасть к Регине. Вы, наверное, ее знаете, Роктейп, которая... Регина Роктейп, Я, к сожалению, реабилитолог, не знаю. что я бы хотела также изучить какие-то азы тейпирования и так далее, чтобы знать какие-то нюансы. То есть, если вдруг кто-то травмировался, конечно, не оказывать ему медицинскую помощь, но как минимум знать, куда его направить. Допустим, не знаю. Времени, наверное, не так много осталось, но Ага. быстро, да? Ну, относительно быстро. Просто по питанию твоему и вот, ну, трейл-ран и шоссе сильно отличаются, допустим, да? Трейл-раннеры всегда гораздо более мышечно обросшие, чем шоссеры. И, соответственно, 100% питания тоже отличается. И вот. Ну, я думаю, питание особо не отличается. Отличается то, что разные мышцы прокачиваются. То есть, когда ты видишь бегуна в горах, ты сразу замечаешь его ноги. Там, квадрицепсы. Квадры, там, не знаю, та же самая попа у нас, мне кажется, она супер выделяющаяся, что у мальчиков, что у девочек. Но по питанию, на самом деле, не сильно отличается, как я там, не знаю, бегала асфальт. Я стараюсь питаться так же. Но я вообще против всяких строгих диет и так далее. Я все-таки, опять же, считаю, что жизнь одна. Но нужно относиться к этому с умом и сбалансированно. То есть, не знаю, пытаться кушать, соблюдать какие-то азы нутрициологии, там, не знаю, понимать, что происходит с твоим организмом. Я вообще за то, чтобы люди каждый год, кто активно бегает, проходили полный профессиональный чекап,
чтобы тебе сказали, там, у тебя не хватает ферритина, ты должен там налечь на такие-то витамины и так далее, и так далее. Вот я против того, что люди просто так пьют витамины, подсаживаются на какие-то строгие диеты без изучения и так далее. То есть ко всему нужно приходить с умом. То есть лучше один раз потратиться, изучить какие-то вот эти нюансы и уже над ними работать. Вот, это касается питания. Допустим, вот я проходила чекап, и мне сказали, что у меня снижен уровень ферритина. И мне сказали, что мне нужно для этого кушать и какие витамины принимать. Вот. Где проходишь чекап? Вообще я проходила, у нас страховка от ХЛК в Медикере, и я все прошла там. То есть, ну, кстати, это еще одна, наверное, плюшка, потому что, кажется, не во всех компаниях есть страхование. У нас это есть, и я все дорогостоящие исследования прошла абсолютно бесплатно. В том числе МРТ. Ну, это там, плюс работы в крупных компаниях. Да, да. Вот в этом, конечно, классный плюс, потому что я сэкономила, я думаю, явно 1200 точно. А спортивные тесты, допустим, тредмил, лактат и так далее, вы Да, проходите? это обязательно тоже. Ну, пока своим девочкам я этого не советую, потому что сейчас мы работаем в целом над укреплением мышечной там массы, работаем над мышцами, стабилизаторами, прочее, десятое. Но в будущем я их тоже отправлю. И я тоже считаю, что тот, кто активно тренируется, все-таки должен раз в год тоже сдавать этот... в стамину мы всегда ходим, к салату, да. Потому что, во-первых, это даст тебе точные сведения, в какой зоне тренироваться, какую зону прокачивать. Допустим, если ты ультрамарафонец, там работать над такими-то тренировками. А еще это также позволит тебе регулировать свое питание, потому что ты там узнаешь классные показатели, как уровень жиросжигания максимального. Также ты можешь смотреть, когда ты начинаешь переходить уровень, когда у тебя сжигается гликоген, и ты уже начинаешь жиры свои сжигать. И так далее. То есть, прям, мне кажется, это очень классная информация, просто надо уметь ею пользоваться, я думаю. А в какой момент новичку, да, пришедшему в бег, в какой момент ему нужно идти условно в стамину сдавать? Вот, то есть... Мне кажется, когда он уже перешел вот эту границу, мне кажется, граница это, наверное, где-то 60 километров в неделю. Потому что после этого по статистике начинается высокий уровень травмоопасности. То есть если это он бегал там 4 раза в неделю, да, там спокойно там, и так далее, или там 3 раза в неделю, то, наверное, смысла нет, потому что он работает постоянно, наверное, в первой и второй зоне. Но когда он уже начинает к чему-то готовиться, наращивает объемы, наверное, уже надо идти сдавать. У всех это разное, может, кто-то через год может пойти, я там пошла, знаете, я вообще очень долго что-то делаю. Ну, не то, что долго, поэтапно. То есть я свой полумарафон пробежала через 3 года, марафон там через 4 и так далее. Поэтому я на тесты первый, кажется, пошла спустя 3 года после начала бега. Примерно так. Хорошо подготовилась. Ну, я вообще за то, что, конечно, я думаю, я тоже овертайм тренируюсь, и, наверное, немножко это влияет на мое здоровье, мне приходится его поддерживать, ходить на лечение и так далее. Но в целом я за то, чтобы были разумные нагрузки, и они поэтапно росли, потому что наша задача все-таки, вот моя задача, бегать как можно дольше. То есть... В жизни. В жизни, да. То есть... Не за одну гонку. Нет, не за одну гонку, да. Не за одну гонку, а именно в жизни как можно больше. То есть я бы мечтала, там, не знаю, лет 80, 90. Да, ну 80, 90, да, забегать на КЖ, знаете, с розовыми За час. волосами. Да. И говорить: молодчики, давайте быстрее. На массаж ходите? Трейл-раннинг? Да, вот восстановление. Вообще восстановление, я считаю, это самая важная часть. Это касается и правильного питания после там сложных тренировок, но и массаж. На массаж я стараюсь ходить раз в 2 недели в период стандартных тренировок и нагрузки, но когда у меня начинается пиковое время, это где-то 1,5 месяца до забега, я хожу каждый месяц, но это очень затратно. Каждую неделю? Ой, каждую неделю, сори. Да, каждую неделю. Но это очень затратно. Қандай массажистке барасыз? Кім рекомендации? Қыздарға рекомендация ретінде. Ну, вы знаете, я бы хотела в зависимости от уровня вашего, потому что если вы только начали ходить на массаж, я бы там не советовала идти к тем, к кому хожу я, потому что там это адски больно, но зато супер эффективно. То есть лучше начать с лайтовых каких-то версий, там, я не знаю, а потом уже переходить вот к ним. Я лично хожу к 2 массажистам, я им очень доверяю.
Это Регина, вот из Rocktape. Я ее знаю очень долго, и она не только как массажист классная, но она и реабилитолог, и очень многие какие-то мои травмы она решает путем, там, не знаю, правильного совета или, там, не знаю, правильного массажа. И Орли. Орли, вы, наверное, тоже знаете, он является массажистом сборной регби Казахстана. Вот. Я хожу к этим двум людям, и я им очень доверяю. Теперь я вспомнил Регину. Асем про нее говорила, что она ходит к ней на массаж. Да, не знаю, кто такая Асем? Ну, подруга наша. Но Регина вообще, она и как человек, как профессионал, вот я к ней бы хотела и пойти на курсы, к тейпированию и так далее, потому что она прям очень круто развивается в этой теме. Но у них полная запись, я не знаю. За месяц? Да, у них всегда полная запись, да. Надо прям заранее к ним обращаться, но если у вас есть какие-то прям серьезные проблемы, я думаю, надо идти к ним. У хороших специалистов всегда запись заранее. Да, у нас и не так много на самом деле их. Особенно еще в спортивном направлении этих специалистов очень мало на самом деле. Ну, еще в этом году я для себя открыла Виталия именно в части реабилитологии, потому что ультры на самом деле очень сложно переносятся организму, прям нужно осознанно к этому подходить и проходить как минимум чекап вообще своего мышечного скелета там и так далее. Я сходила к нему, он принимает это Орто Клаб называется клиника, и знаете, он подсказал мне многие моменты, над которыми стоит работать. То есть это нужно там работать с воздушной мышцей там и так далее. То есть к такому, мне кажется, когда у тебя прям супер нагрузки, туда тоже следует сходить, как минимум, чтобы знать свои слабые места и, образно говоря, закачивать их. Вот. Это самое важное, то есть мышцы, связки закачивать, развивать слабое. Да. В спорте это так, да, определенно. Без этого нет прогресса, да. Травмы у тебя частое явление? Ну, вообще, я столкнулась вот со своей текущей травмой только в этом году. Это колено, у меня воспалился там сустав. Сейчас я получаю лечение и надеюсь, до Маттерхорна все пройдет. Но мне кажется, это рано или поздно с коленями у именно горных бегунов, рано или поздно мы все приходим к этому. Главное прийти пораньше, чтобы это как-то нивелировать этот процесс. То есть сейчас у меня все обратимо, все нормально, то есть надо просто полечить. Но в целом, мне кажется, из таких критичных травм только, наверное, это. Ну, еще каждый год я подворачиваю ногу. Там, не знаю... На забегах. На забегах, да. В этот раз я подвернула на модели, потому что там была очень скользкая поверхность. И там мне пришлось скушать 2 таблетки кетонала, чтобы дальше пробежать с тем же темпом. С Вот. подвернутой ногой добежала до 3-го места возрастной. Да. Ну, там, знаете, просто я вообще за разум, но этот разум как будто в какой-то момент тебя покидает, да. Я вот не знаю, как это объяснить. То есть, если бы у меня эта травма была заранее, я бы не вышла на старт. Но когда ты находишься на 38-м километре, да, ты там так, состояние другое. Да, там состояние вот этого адреналина. И на самом деле для меня вот во всех гонках я себе мысленно делю, даже в заданиях, 51% пройден, значит, ты сможешь. А тут 51% был пройден, поэтому я покушала 2 таблетки кетонала и побежала. И потом ходила с опухшей ногой, но, слава богу, все нормально сейчас. Но пришлось бежать с подвернутой ногой 22 километра. Километр сколько было? 60. Но мы так не рекомендуем делать. Это исключительный случай. Нет, на самом деле, знаете, вот тоже обсуждали это в этот People Talk, который Гена... Да. Вы знаете, там тоже это все так относительно. Иногда тебе... Вот я вообще за то, чтобы, если тебе плохо, и ты понимаешь, что уже плохо, сойти с дистанции, попробовать заново, потому что ничего не стоит твоей жизни и здоровья. Так и есть. Но бывают такие моменты, они такие ложные. То есть они возникают часто у бегуна. Особенно если это длительная гонка. Да. Вот нужно суметь распознать вот это ложное и действительное. Когда ложное, тебе надо просто преодолеть себя и пойти дальше. А вот когда действительно надо сходить и лучше выйти затем заново там и
так далее. Да, мы сейчас говорим же про те ситуации, допустим, когда ты бежишь одним темпом, которым ты планировал, время, которое ты планировал, вроде укладываешься, у тебя там, ну, бежишь половинку, на 14-15 километре тебя накрывает, и ты такой думаешь, ну ладно, в следующий раз. Да. Да. Я потому что знаю уйму таких спортсменов, которые подводятся, готовятся, тренируются, утром встают, и потом, хопс, не получилось, ну ладно, в следующий раз. То есть... Нужно уметь себя додавить. То есть, бро, да, типа надо напрячься, чтобы что-то слепить. Да. Это да. Но в первую очередь, конечно же, надо уметь распознать это и понимать свой организм. Да, в Очень этом важно. плане профессионала, мне кажется, это очень классно делать. Тот же Митяев, у него была гонка в Патагонии, он почувствовал, что что-то пошло не так и сошел. Потому что восстановление после, если вдруг ты дотянул, будет дороже стоить. Но при этом он больной, прибежал первым, забыл на какой гонке, но он писал, что он с температурой ее добежал. Но Да. при этом после, это, видимо, тоже было какое-то временное воспаление, что после гонки там через 2-3 дня он уже восстановился. Да. То есть может быть такое. Нужно уметь чувствовать свой организм. Тренировки для этого же и даны, что ты на них тренируешься и потихоньку изучаешь свой организм, где что не так, когда что не так, как ты реагируешь на все. Всё И верно. чтобы это потом применять уже на гонках. Да, это очень важно, потому что многие атлеты-любители воспринимают план тренера как, знаете, тот план, который нужно придерживаться и просто умереть, но сделать. Но это неправильно. На самом деле тренеры не будут знать твой организм лучше, чем ты. 100%. То есть, если ты чувствуешь, что тебе это задание не зайдет, это не, при этом, опять же, разделять это с ленью, прочим, то лучше это не сделать или сделать там, не знаю, в первой, второй зоне и так далее. Нужно смотреть еще и там, не знаю, на твою кондицию, смотреть на температуру. Вот сейчас 40 градусов на улице. Конечно, никакой речи не должно быть, там, не знаю, о каких-то интервалах в 4 зоне. Там, и прочее, Я сегодня 10. сделал 7 по 600, 5 по 330. Мы в четверг, честно говоря, делали тоже 4 по 1600, потом 4 по 200, но мы прямо сразу говорили ребятам, что очень опасно. Да. Не выходите из середины 3 зоны. То есть лучше бежать медленнее, сделать эту работу в комфортном режиме, чем потом, знаете, не дай бог что-то случится. Ты все время говоришь про сердечные зоны 1, 2, 3, 4, 5, но сейчас потихоньку я вижу, как много бегунов приходят к велосипедистским методам, когда тренируются по мощности. В частности, Педро довольно серьезно именно по мощности своей подготовиться. Ты не пробовала такой вариант? Вообще, я придерживаюсь того мнения, что это самый правильный метод тренировок для гор, но я бегаю по ощущениям, честно говоря, на гонках. То есть я чувствую, что я могу, я это делаю. Чувствую, что стоит сбавить, то я сбавляю. Нет, гонки понятно, там ты уже итог тренировок, а вот именно на самих тренировках, допустим, будешь ли ты вводить для своих девочек или сама там хочешь попробовать вот потренироваться так? Сама я хочу попробовать потренировать, потому что мне кажется, за этим будущее именно для трейл-раннинга и скай-раннинга. Но девочек пока у нас не стоит такой задачи, мы пока, знаете, вот в самой начальной стадии. Укрепление мышц, да, и так далее. То есть уже после, возможно, мне кажется, это год, наверное, будет. Где-нибудь в марте следующего года я подумаю над тем, чтобы отправить их либо на тесты, либо там поработать над мощностью и так далее. Сейчас нам нужно, чтобы бег им был во благо, а не во вред. Все верно. Да, просто привить любовь к бегу, и дисциплину и стабильность. Да. Мне кажется, это самое важное. Вот стабильность — это самое важное в прогрессе бегуна. И на этой стабильности наш выпуск подходит к концу. Да, Анар, не знаю, прорекламируй себя. Вот у нас есть Анар, девушки, парни, кто хочет учиться трейл-раннингу, бегать по пересеченной местности, приходите к Анар, записывайтесь, узнавайте. Она очень крутой бегун, победитель всех казахстанских гонок трейл-раннерских, победитель Каркары, 3 место на Мадейре и еще Монблан бегал. Ербис Рейс, победительница. Да, Нет, я говорю всех наших казахстанских.
Ну, что я хочу сказать? Если вы хотите быть здоровыми, стройными, я не знаю, счастливыми, приходите ко мне на тренировки, потому что горы действительно заряжают, и это повлияет на все сферы вашей жизни. Потому что вы получаете такой заряд положительной энергии на тренировке, там, от природы, от, там, не знаю, общения с классными людьми, что этого хватает прям на всю неделю рабочую. Так что welcome ко мне, и вообще просто будьте здоровы и счастливы. Да, согласен. Доверьтесь, сделайте первый шаг, и мы вам гарантируем, что ваша жизнь изменится. Слушай, алып қойып. Су. Жасаймын ба? Да, можно. Осыны ма? Да?